Именем Аллаха, хвала Господу миров. Приветствую посетителей моего канала. Уже в который раз встречаю упреки некоторых людей, говорящих о том, что мы, ингуши, ранее практиковали обычаи, в соответствии с которым сыновья могли жениться на своих мачехах. Сейчас будем разбираться, так ли это было на самом деле. Впервые эта тема затрагивается в книге «Путешествие по Астраханским степям и по Кавказу», принадлежащей Иоанну Потоцкому, который совершил это путешествие осенью 1797 году. В этой книге он писал, цитирую, «У них бывает до 5 жен. После смерти отца его сыновья женятся на них всех, за исключением своей матери, на которой женится его другой брат. Чеченцы часто упрекают их этим постыдным обычаем, но ингуши отвечают, сперва мой отец спал с моей матерью, а теперь я сплю с его женой». И сразу далее Потоцкий снимает с себя ответственность за эти сведения, говоря, «Я привожу здесь подлинные слова Уруса, не претендуя на подтверждение значения этого силлогизма». Конец цитаты. Теперь нас интересует осведомитель Потоцкого Урус. Кто он? О нем ранее автор высказался следующим образом. Цитирую. 27 октября Урус, представитель чеченцев, оказал мне честь продолжительного пребывания у меня. Он пил мою воду жизни. 28 октября чеченец Урус всегда получает огромное удовольствие от моей воды жизни. Конец цитаты. По всей видимости, человек настолько увлекся употреблением той самой воды жизни, что перестал понимать то, что говорит. Отсутствие адекватного восприятия реальности также проявилось в его рассказах о верованиях ингушей. Так, например, 27 октября он говорит, цитирую, «У ингушей есть небольшие серебряные фетиши неопределенной формы». А 28 октября уже говорит, что ингуши, у которых оно сохранилось, далеки от признания дела, проклинают его и не почитают ни скал, ни фетишей. Конец цитаты. Так почитают фетиши или нет? Особо пикантное утверждение, что ингуши далеки от признания дела и проклинают его. Бред, очевидно, несусветный. Итог здесь таков, что как сама информация, так и ее первоисточник неприемлемы. Ни со стороны шариата в том плане, что свидетельство пьяниц не принимается, ни со стороны разума в том плане, что свидетель противоречит сам себе. Как мы уже выяснили, эта ложь о том, что ингуши женились на своих мачехах, исходит от некого пьяного чеченца по имени Урус. Мы еще раз убеждаемся в том, что эта ложь не имеет никакого отношения к ингушам в следующем источнике. Посмотрим, что сами ингуши рассказали о своих обычаях известному лингвисту-кавказоведу, профессору Николаю Яковлеву в 20-х годах 20 века. Древний адат не разрешает ингушу жениться на всех его родственницах. Поэтому, если строго соблюдать это запрещение, ингушу нельзя жениться, во-первых, на всех своих фамильных сестрах, то есть на всех женщинах из фамилий отца и матери, а также из фамилий бабки отца и бабки матери. Кроме того, жениться нельзя на двоюродных и троюродных сестер, происходящих от родных бабки или прабабки, по женским линиям в первом поколении, то есть на шучи и мохчи, как говорят ингуши, и на фамильных племянницах и их потомках до 3 поколений включительно, хотя все они носят чужие фамилии. Как видим, ингушу есть над чем призадуматься, прежде чем остановить на ком-нибудь свой выбор. Обычай здесь гораздо строже мусульманского закона шариата, по которому жениться можно и на двоюродных сестрах. Но жизнь в лице молодого поколения ингушей ведет уже упорную борьбу против этих остатков когда-то сильного родового быта. Мало-помалу запретный для любви круг родственниц делается уже и уже. Запреты с фамилий бабки по отцу и бабки по матери постепенно снимаются. Рушатся и другие запреты, несмотря на ворчание и противодействие стариков. В последние годы перед войной уже случился брак одного ингуша со своей шучи, то есть брак двоюродных брата и сестры от 2 родных сестер. Хотя этот случай и вызвал множество разговоров и нареканий по всей Ингушии со стороны строгих блюстителей обычаев. Но и в пределах дозволенных фамилий отец и родственники жениха внимательно обсудят, пара ли жениху та или другая невеста, достаточно ли крепка и почетна ее фамилия, чтобы стоило родниться с ней, и так далее, и так далее. Здесь, как и во многих других случаях жизни, пожилое поколение ингушей еще любит, поговорив о достоинствах и недостатках того или иного рода, посчитать древность его происхождения и принять все это во внимание при выборе невесты.